Так, где у меня тут девочки работают? Сейчас поснимаем немножко наш огородик-то. Всем привет, и друзья. Маша, всем привет. Всем привет. Оба одетые, как я не знаю что. Маша в теплой жилетке. У нас лето во дворе, давайте. На улице, так сказать, лето. Середина лета, скоро уже. Ветер прохладный. А ветер прохладный. Сколько градусов? 14 градусов у нас, да? 15 градусов было. 15? Да. 15 градусов, вон Маша посмотрела. Ну, ветер прохладный такой. Что у нас? У нас тут каждый день, каждый божий день дожди. И вышла такая мокрица. Ее очень много, видите. Окучникам пока картошку не окучиваем. Вот мокрицу убирают. Маша убирает, и вон Раиса Ивановна, сестра, приехала с города. Раиса Ивановна сегодня целый день, как с утра вышла. Я не знаю, наверное, часов 8 или 7 вышла и заходила, наверное, чай попить и все. Маша вышла недавно. Она ходила сегодня на кладбище. На кладбище народу много было. Ну да, сегодня родительская суббота и, конечно же, Троицкая родительская суббота. И вообще-то надо сходить обязательно на кладбище. Но многие предпочитают на Троицу сходить. Говорят, это неправильно, надо ходить именно в родительскую субботу. Вот. Она сходила сначала туда, где-то в час, наверное. Час или уже чуть-чуть попозже, наверное. Ну, где-то в час, наверное. Пришла, потому что переправщики так работают, час переправили обратно. С часу до 3. С часу до 3 переправа обратно работает. А утром, наверное, с 8, да? С 9 до... С 9 вот. Она к 9 пошла с мамой. Пошли. Потому что у Маши родственники все на том берегу кладбище, Нившевское. А у нас на этом кладбище. Боровское кладбище. Вот. Но наши не ходили. Если она грядками заниматься, потому что завтра ей уже уезжать обратно. И она все силы прикладывает, чтобы здесь. Вчера приехала вечером и сразу где-то, наверное, часов 5 приехала и покосила, наверное, в 8 часов вечера или 9 час уже было все еще косила триммеров, а сегодня с утра уже пропалывает грядки. Картофель пропалывает от сорняков. Ну, короче говоря, она вот тоже, ей завтра уезжать, и чтобы побольше работы сделать. Вот так. Такие тучи на небе, не очень приятные. В дождях, слава богу, сегодня дождя не было. Это каждый день дождь, каждый день. Вот. Ну, картошка, видите, нормально так зашла. Я бы не сказал, что Маша это самое кичи-коши, да? Ну, то есть примерно одинакового роста. Это у нас обычно одна картошка маленькая, другая картошка уже хоть пропалывая. А сюда что? А здесь что, Маша? Фасоль, наверное, Раиса. Раиса Ивановна сюда фасоль посадила, да? Бобы, рюмайся ще. Ну, бобовые. По периметру. А фасоль, а бобы рюмайся. Ну, фасоль, бобы есть, да? Понятно. Я сегодня утром смотрел, Раиса Ивановна туда еще петрушку в конец грядки посадила. Вот. Ну, вот такие
рабочие будни. А завтра у нас, как уже говорил, Троица, а послезавтра Духов день, день рождения земли и воды. И тоже вот эти 2 дня землю и воду трогать нельзя. И не будем трогать. Все правильно, Маша, давайте. Да. Вот. А потом уже следующее будет окучивание. Ну вот когда немножко пропалываешь, в рост сильно быстро идет. Для наглядности еще покажу, вот где-то Маша-то чистила, там красивенько смотрится, а вот здесь, где все мокрится, потому что дождик, солнышко, чередуется так. Очень влажный в этом году участок получился. Так, мелкие грядки, что у нас здесь? Кабачки цветут. Это ведь кабачки, Маша, да, цветут? Кабачки цветут. Такие желтенькие. Морковка, укроп, все высунулась, да? Лук зеленый. Ну, потихоньку все растет. Вот эту картошку уже Раиса Ивановна сегодня окучила. Она тут, наверное, на неделю раньше посадила вот этот песчаный участок тут был. Песок привозила осенью. Клубника у нас мало в этом году, потому что Маша хочет поменять сорт. Она цветет так-то. Цветет, да. Ну вот тепло бы надо, жара надо. Воды хватает, а вот тепла не хватает. Клубника цветет. У нас в этом году, как уже говорил, мало. Чеснок там, но уже чеснок. Наверное, что-то с чесноком не то. Надо, наверное, какую-нибудь подкормку для чеснока, Маша. Некоторые вершинки уже начинают желтеть. Надо, наверное, подкормить надо чесночок. А вон Маша говорит, что чеснок надо мочевиной от желтизны. Не знаю. Я не буду спорить, что надо, то и делают, пускай хозяйки. Это их территория, я только снимаю. Это у нас, друзья, кукуруза. Тоже вот не хватает ей тепла. Ей тепло тоже нужно. Солнце нужно, тепло. Она солнцелюбивая. Такая тоненькая, никак не может более стать крепенько на ножки. Так-то листики хорошие, но, видите, шквальный ветер, это все валит. Тепло надо. Ну и свекла тут у Раисы Ивановны, которая была рассадой посажена, уже довольно-таки высокая. Вот так труженицы там работают. Сейчас мы съездим в теплицу, что там новенького появилось у Маши. Ну, здесь какие изменения с прошлого видео, когда теплицу снимал. Сделали дорожки из досок. Как уже говорил, буду заказывать в интернете через Озон. Хотел заказать пластиковые дорожки, а потом оказались у меня доски под верандой нашел. Я уже забыл про эти доски. И вот из дюймовки сделали такие дорожки. И нормально так. Хотел сначала это самое, ну, покрыть антисептиком. Потом подумал, они же очень вонючий антисептик этот.
и оставил так. Тут дождя нету, снизу такая прокладка, геотекстиль еще уложен, чтоб трава не росла. Такие дорожки получились. Я считаю нормально. Чё? Потом. Так, Маша, наверное, подвязала помидоры вот. Прошлое видео еще не было этих подвязок. Прикрепили рейки, алюминиевые рейки нашлись у меня, прикрепили. Огурцы еще совсем маленькие, и сюда подвязки еще не нужна. Вот помидоры Маша подвязала. Вот. Помидоры уже как бы цветут, но мы очень поздно это все дело сделали, и, конечно же, завязей пока нету. Вот. Ну и посынка, я не знаю, там Маша вроде как ломает. Этим я тоже ничего не могу помочь, ни подсказкой, ничего. Она сама что-то здесь копается. Вот так. Вот это у нас теплица. Теплица. Я бы хотел сделать туда вот бочку поставить, вот к задней дверце. И сделать полив, конечно, автоматический. Ну, Маша говорит, что я, говорит, такую маленькую теплицу, говорит, никакого автоматического полива не надо. Я, говорит, леечкой быстренько полью, и все нормально будет. Я уже планировал сделать, но она сказала стоп. Стоп слово, так сказать. Ну и еще расскажу, чем подкормила Маша помидоры. Время уже подкормки там было. Ну, она, так сказать, я говорю, поснимай, что ты там делаешь. Она не разрешила мне снимать, но я расскажу, что было в подкормке для помидоров. Примерно пропорции такие. 200 грамм где-то, наверное, золы. Была обычная золы. С печки прям взяла золу. 200 грамм. Потом 1 столовую ложку уксуса. Вот. На это 200 грамм золы. Дальше потом вроде как кефир взяла, тоже стакан. Потом водичкой все это размешала. Куркуму туда положила, наверное, тоже ложку куркуму. И вот это, всю эту смесь развела на 10 литров воды. И вот где-то, наверное, майонезное ведро у нас 800 граммовое есть. Вот под каждый кустик томата вот это майонезное ведро разлила. Ну, разлила вот это. Примерно такие пропорции. И сказала, что вот эта подкормка на 2 недели. То есть вот один раз подкормила такой подкормкой, потом через 2 недели. А за это время будут еще какие-то другие подкормки. Надо вот поснимать и поймать Машу. Я просто иногда или не дома нахожусь, или дома нахожусь. Или не на участке, или дома нахожусь. И не успеваю я выйти, она быстренько это все делает. Ну, как тут углядишь? А она говорит, или я тоже, говорит, или я работаю, или я снимаю. Получается, что одна из двух. Вот. Как-то надо мне разузнать у нее планы, когда она будет подкормлять в следующий раз. 3 подкормки, говорит, у меня есть. Вот 2 недели, на 2 недели одна подкормка, потом в середине другая подкормка и еще какая-то третья, и через 2 недели опять вот эта подкормка повторится, что я вам сейчас рассказал про эту. Ну, в принципе, потом новенького пока ничего нету. Вода большая на реке, да, и я не очень-то и на рыбалку тоже спешу, потому что, ну, вода большая, и нужно хороший груз, чтобы не сносило. На озеро я спрашивал у мужиков, что-то тоже ничего не ловится, да и неохота идти потом, когда не ловится. Вот. Надо такую тихую заводь, чтобы поплавком на речке посидеть. Ну, это тоже нужно еще найти, чтобы на коляске можно туда доехать. В основном сейчас или на участке, или просто... В основном сейчас вот просто по дому. По дому. Жду, когда материал высохнет, чтобы бани начать ремонт. Вот. Перерыв минутка у Раисы Ивановны и Марии. Лопух вроде как обнаружили, что растет лопух. Сажала. У нас лопуха нету. Раиса Ивановна откуда-то привозила. А лопух он полезен. Что-то делают из них настой, обвертывание и все такое.
Вот так. У них очень много еще фронт работы такой. Здоровый. Ты не языком чесать сейчас скажут. Точно, точно. Мария любуется вишней. Маленькая вишня в рост пошла. А вот первая, которую посадила, она зачахла. Потому что дорога тут рядом чистят, и зимой она замерзла. А вот эта вишенка, видите, живая. А, цветы, говорит, цветы были, говорит, отцвела уже. Это вишенка. Но пускай цветет. Калина, говорит, цветет. Цветет калина в поле у ручья. Ну и еще хочу сказать. Это видео выйдет, то есть вот сегодня я снимаю это видео, суббота. Родительская Троицкая суббота. А завтра у нас Троица. То есть, а видео выйдет, конечно же, с утра, как обычно, в воскресенье в Троицу. Вот. Это короткое видео выйдет в Троицу. И я хочу, друзья, поздравить вас, всех православных, с этим замечательным праздником Святой Троицы. Всем, друзья, мира, любви, позитива и жизни. Троица – это праздник жизни. Завтра Машенька сломает веточки березовые и меня немножко, ну, так сказать, шлоп-шлоп сделает. Как правильно, Маша, когда березовыми вениками на Троицу, когда... Нет, на Троицу, когда березовыми вениками немножко так хлоп-хлоп. Символ жизни, так сказать. Вот. Вот так меня немножко делает на Троицу. Это всегда тоже делаем. Ну, еще раз, друзья, с праздником Святой Троицы. Ну, в принципе, потом уже это видео короткое такое буду заканчивать. С готовкой пока видео нету. Ну, надеюсь, что скоро будет. И вы увидите еще Машу на кухне. Не только на огороде, но и на кухне. Так, всем пока. До новых рассветов. Всем пока. С праздником всех с Троицей. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.